Пытать или не пытать? В Кыргызстане так вопрос не стоит. Еще в 1997 году страна решила отказаться от средневековых методов получения доказательств вины, ратифицировав Конвенцию ООН против пыток. Но перестали ли после этого сотрудники правоохранительных органов пользоваться методами инквизиции? Здравствуйте, вы смотрите программу «Сынак». Сегодня в гости мы пригласили начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Малика Бектурганова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот вообще, что такое пытки, как их классифицировать, как человеку понять, что его пытали или не пытали? Пытка сейчас, если дать полную квалификацию по пыткам, что означает пытка, это 305 со значком 1, это причинение какому-либо лицу физических или психических страданий, совершенное с целью получить от него или от другого лица сведения или признание, а также наказать его за деяние, которое она совершила, или другое лицо, за которое она подозревает совершение преступления, а также запугать или принудить его к совершению определенных деяний. Когда такое преступление совершается должностным лицом с его ведома, либо по его подстрекательству, либо с его молчаливого согласия. Раньше, с 2003 года по 2012 год, пытки относились к преступлениям, менее тяжким преступлениям. То есть санкция предусматривала от 3 до 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3 лет. Сейчас усилили данную статью. Часть первую включили к тяжким преступлениям. Часть первую, вторую включили к тяжким преступлениям. Часть вторую включили совершение пытки группой лиц по предварительному разговору. Санкция предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3 лет. И часть третью уже относится к особо тяжким преступлениям, квалифицирующие признаками которые являются совершенно с особой жестокостью, с применением особой жестокостью, организованная группа в состоянии лица, которое находится в беспомощном состоянии, в отношении женщин, находящейся в отношении беременной женщины и несовершеннолетних лиц, а также лица, повлекшего тяжкие последствия, если в том числе и смертельный исход. Да, со смертельным исходом. В целом по республике за 10 месяцев 2012 года было зарегистрировано обращений по пыткам 329. Отказано возбуждение уголовных дел, после проведенных проверок отказано возбуждение уголовных дел по 300 материалам. Возбуждены 29 уголовных дел, из них направлено на суд 15 уголовных дел. На стадии рассмотрения 14 дел, только по одному уголовному делу осудили 2 сотрудников милиции, это по Нарынской области. Давайте видеовопрос посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Ханя Нураева. 31 октября сотрудники ГУР МВД незаконно задержали моего сына Нураева Ильхама. Под пытками заставляли его дать признательные показания о грабеже 2-летней давности. Я неоднократно обращалась в Генеральную прокуратуру, чтобы возбудили дело против сотрудников ГУР МВД. Но мое обращение не рассматривалось. Когда я имею на руках все доказательства, фотографии, карту скорой помощи, и когда моего сына привезли в СИЗО, он уже был в избитом состоянии, где зарегистрировано это. Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело против сотрудников милиции? По этому вопросу сейчас в данное время прокуратурой Чуйской области проводится проверка. Для сведения могу сообщить вам, что в 2010 году на семью, которая проживает в Сокуловском районе, Новопавловке, проживает, было совершено разбойное нападение.
И в течение 2 лет проводились определенные мероприятия со стороны сотрудников милиции. И в этом направлении, как указала заявительница, задержали ее сына, причастность к данному преступлению. Задержали ее сына. Сейчас в данное время прокуратура Чуйской области проводится проверка, и ее результат мы ей уведомим. А сколько времени вообще может быть на то, чтобы дать отказ или возбудить уголовное дело с момента того, как В подали соответствии со статьей 156 уголовное дело возбуждается в течение 3 дней. Сразу или в течение 3 дней. 3 дня уже прошло, это явно. А в исключительных случаях в течение 10 дней. В этом случае 1 раз уже проверку проводили прокуратура Чуйской области и приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Первый раз приняли решение. Потом в связи с поступившими жалобами и обращениями данное решение было отменено следователя, прокурором по области или заместителем прокурора области. Сейчас в настоящее время проводится проверка. Ясно, давайте в интернете вопрос посмотрим. Генеральная прокуратура и ряд министерств присоединились к меморандуму по предотвращению пыток. Что дает этот меморандум? Подписать-то подписали, а работает ли он? Да, данный меморандум был подписан также генеральным прокурором нашей республики. Данный меморандум работает. Лица, подписавшие меморандум, сейчас проводят мониторинг ИВС и следственных изоляторов. Вот недавно в этом году поступили, по-моему, 36 обращений, первый раз, второй раз 17 обращений от неправительственных организаций, которые провели согласно этому меморандуму мониторинг ИВС. И для проверки доводов заявителей, что в отношении них были применены пытки, были направлены в наш адрес. Заявления были направлены по областям, которым были проведены проверки по заявлениям лиц, которые жалуются на применение пыток со стороны правоохранительных органов. И по каждому пункту была дана юридическая оценка. Давайте еще один сюжет мы для вас приготовили. Давайте посмотрим. Он подошел отсюда, зашел в магазин, купил жвачку и вышел. В это время встретили вот здесь двое, 4 поймали его. И сразу один поймал: ты Сашка? Он сказал: да, Сашка. Что случилось? Он задержали, сразу ударили его. Джианбай Джоушпеков рассказывает, как задерживали его сына Сагынбека сотрудники милиции. Сам он этого не видел, свидетелями были продавцы из магазина напротив. Кто и куда увез его сына, отец не знал. Начал искать по всему городу, обращался и в Первомайский РОВД. Там ему сказали, что такого у них нет, но уже утром нашел Сагынбека в этом же отделении милиции. Избитый, шеей вот такой. Сейчас. Вспоминать мне тяжело. Действительно, у него была шея синяя вот так. Ну, страшно. В отношении сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело, которое потом рассматривалось в суде. На скамье подсудимых оказались 4 сотрудника Первомайского РОВД, 1 Ленинского, 2 курсанта Академии МВД и сотрудник УВД. Правда, самого Сагынбека осудили по статье «Разбойное нападение» еще до того, как суд вынес свое решение в отношении милиционеров, которых обвинили в пытках. Вот у меня к вам такой вопрос. Должно ли приостанавливаться расследование вообще, либо судебный процесс, если возбуждено уголовное дело и есть сомнение, что человек дал признательные показания под пытками? А если уголовное дело возбуждено, да? Да. Если уголовное дело возбуждено, человек подозревает в совершении какого-либо преступления, и в то же время человек обращается, что под пытками он дал такие признательные показания, уголовное дело продолжается в этом направлении. Первое уголовное дело, которое было возбуждено, расследуется. Потом, если действительно он давал под пытками признательные показания, уголовное дело, соответственно, прекращается это уголовное дело, а в отношении лиц, которые применили к нему недозволенные методы следствия, уголовное дело возбуждается, и в отношении этого лица прекращается уголовное преследование потом по первому уголовному делу, а второе уголовное дело расследуется. А если его уже обвинили, допустим, по основному делу, и если потом будет доказано, что его пытали, можно ли добиться пересмотра?
его основного Не, дела? если уже осудили, что ли, да, человека, Да. да? Если осудили, конечно, можно по вновь открывшимся обстоятельствам можно пересмотреть. Мгм. Ясно, давайте еще в интернете посмотрим. Моего знакомого избили в милиции, но он не стал писать на них заявление. А если бы он его написал, а потом бы еще и выиграл в суде, выплатило ли бы государство ему компенсацию? Вообще вопрос, я так поняла, в том, предусмотрена ли какая-то компенсация денежная? Компенсация, ну, это в судебном порядке решается. Если человека действительно пытали, если человек понес физические и психические страдания, конечно, он должен обратиться в суд за возмещением причиненного ущерба. Мгм. Генеральная прокуратура проводит внезапные проверки в ВВС, в СИЗО, в кабинетах следователей, оперативных Да, да, да. работников. Вот сколько всего было проверок проведено за этот год, и были ли выявлены какие-то нарушения? А если были выявлены, то был ли кто-то наказан? Ну, сейчас, после издания вот этих указаний, распоряжений указаний, были проведены более 2000 внезапных проверок. Это по всему региону, по всей республике, органам прокуратуры республики. В части выявления, как таких фактов не было выявлено, потому что уже на местах сотрудники милиции или правоохранительные органы, другие правоохранительные органы стараются не совершать недозволенные методы. Так это же внезапные проверки. Внезапные проверки ночью проводят, ну, каждый по-своему проводит внезапные проверки. Вот недавно мы проверяли, по плановому заданию, проверяли регионы, это Нарынскую область, Иссыкульскую, Таласскую, Чуйскую области проверяли. Некоторые прокуроры районов или помощник прокуроров районов не проверяют внезапные проверки, не проводят в поселковых отделениях милиции. Было объявлено замечание трем, по-моему, сотрудникам работникам органов прокуратуры. Мгм. Давайте еще один видеовопрос посмотрим. Судьи у нас принимают материалы на свое производство только на основании собственных признаний. Это должно всегда вызывать сомнения у судей, если уголовный материал основывается только на собственных признаниях. Почему человек признается собственно, если это не подкрепляется никакими свидетельскими показаниями, никакими вещественными доказательствами, никакими заключениями криминалистической, судебной или других медицинских экспертизами, если этот материал не закрепляется, это только на догадках следователей, что он якобы совершал, и внизу подписывает задержанный. Такие материалы не должны приниматься на производство. Вы согласны с этим мнением? Сейчас, после направления в суды уголовных дел, после окончания следствия, все уголовные дела проходят через органы прокуратуры, через орган, после порядка статьи 236 уголовного процессуального законодательства. Смотрим, во-первых, на доказательственную базу. Не только показаниями, его показаниями доказывается, чем доказывается, кроме показаний вещественных, есть ли вещественные доказательства, показания свидетелей или других лиц. И если будет в материалах только признательные Признание, показания? если доказательств недостаточно, мы направляем для восполнения проблемного следствия, возвращаем обратно следователю. Мгм. Давайте еще в интернете посмотрим. Иногда пострадавшие обращаются с заявлением через несколько месяцев после того, как их избили милиционеры. Возможно ли в этом случае что-то доказать? А ведь следователи иногда специально тянут время, не допуская адвокатов к обвиняемым, чтобы следы побоев прошли. Ну, такие случаи тоже имеются. При основном сейчас попыткам назначаем судебно-медицинские экспертизы. Люди, если позже обращаются, соответственно, эксперты дают заключение об отсутствии побоев. В этом случае тоже доказать очень трудно. А какие еще сложности вот в возбуждении таких именно дел по пыткам? Именно связанных с пытками, да? Сложности заключаются в том, что лица, уже, которые совершают пытки, это, соответственно, это совершается лицами, ну, то есть работниками или сотрудниками правоохранительных органов. Они уголовное законодательство хорошо знают и применяют все меры, чтобы избежать от уголовной ответственности, вплоть до переговоров с этими же лицами, в отношении которых они применили пытку. В ходе судебного рассмотрения тоже. Эти же лица, которые в отношении этих лиц написали заявление, что в отношении них применили пытку, обращаются со встречными заявлениями или меняют свои показания в ходе следствия. Или отдачи пояснений даже некоторые избегают
То есть на них продолжает какое-то давление, да, Да, оказывать, по всей да, видимости? могут оказать давление на них. Мгм. Давайте цитату еще посмотрим. Пытки остаются безнаказанными. К их расследованию прилагают мало усилий, и это способствует росту числа случаев применения пыток. Так, с момента включения статьи «Пытка» в Уголовный кодекс Кыргызстана в 2003 году по ней нет обвинительных приговоров, даже не возбуждаются уголовные дела. Это печальные факты по обязательствам Киргизии в части пыток. Они показывают пассивность судебных органов в этом отношении. По статистике в Кыргызстане действительно ни один сотрудник правоохранительных органов именно по статье пытки так и не был осужден. Как вы считаете, почему? Не был осужден судом, но да? В целом, как я уже сказал, были направлены в суд за 10 месяцев 2012 года 15 уголовных дел в отношении 29 лиц. Рассмотрено только одно уголовное дело. Это по превышению должностных полномочий сотрудниками органов внутренних дел. Но их квалифицируют по-другому или в чем дело? Переквалифицируют, или уголовное дело некоторые приостановлены производством в связи с заболеванием обвиняемых лиц, подсудимых лиц. То есть, Может или быть, с какие-то неявкой пробелы в свидетелей. законодательстве, если именно вот по этой статье никого не могут осудить. Вы говорите, что и меры ужесточили, да, Да, по ужесточили. всем Недавно 3 ужесточили. пунктам? Только недавно уже ужесточили. Почему еще не применяются, не осуждают этих лиц? В основном применяют в связи с тем, что эти же лица обращаются со встречным заявлением. То есть в ходе судебного рассмотрения они заявляют, что претензий к этим лицам не имеют, в отношении которых они применили пытку, претензий не имеют. Соответственно, суд по старому законодательству, по 305, которое относилось к менее тяжким преступлениям, прекращает уголовное преследование в связи с отказом от поддержания частно-публичного обвинения со стороны потерпевших лиц. Давайте еще в интернете посмотрим. Как вы считаете, может быть, милиционеры сами не знают, что такое пытки? Может быть, их нужно обучать границам дозволенного? С Академией МВД, наверное, принимать такие меры в отношении каждого лица. Ну, как вы считаете, это вообще по незнанию или какие основные причины? Или... Ну, пытка, знаете почему? Потому что самый легкий метод получается. Добыть доказательства. Поэтому применяют пытки. То есть они, в принципе, осознают, да, всю Скорее ответственность? всего, все же осознают, что статья такая есть, что издано распоряжение указания, что в отношении сотрудников милиции возбуждаются уголовные дела. Осознают, но самый легкий метод, мне так кажется, это по моему мнению. 10 декабря в Бишкеке состоится круглый стол, посвященный участию Кыргызстана в универсальном периодическом обзоре. В программе будет целый блок, посвящен проблемам пыток в Кыргызстане. Свои рекомендации давал и специальный представитель ООН по пыткам Хуан Мендес во время своего визита. А как вы считаете, вообще какие меры нужно принимать для того, чтобы вот это явление искоренить? Вот для этого, как я уже вам показывал, издан приказ, куда были включены все правоохранительные органы. Комиссия, межведомственная комиссия была создана. Сейчас прорабатывается вопрос вместе с управлением Верховного комиссариата по правам человека. Они тоже подписались под этим приказом. Межведомственная группа сейчас разрабатывает все вопросы, связанные по борьбе с пытками. В настоящее время в этом направлении работа проводится. Руководителем данной комиссии является заместитель генерального прокурора республики. Спасибо большое за ответ. Обычный полиэтиленовый пакет – одно из самых распространенных орудий пыток в Кыргызстане. По словам пострадавших, сотрудники милиции надевают его на голову, перекрывают доступ воздуха и пытаются таким образом выбить признательные показания. И пока в нашем цивилизованном обществе правоохранительные органы не могут отказаться от применения таких сомнительных методов доказательств вины. Это была программа «Сынак». До встречи.